его бурной молодости были хулиганство, приводы в милицию и другие эпизоды шальной жизни. Однако истинную страсть Владимир Ждамиров всегда проявлял к музыкальному творчеству. Его родители – деятели из области искусства. Брат – уже заслуженный артист танцевального жанра, а он еще юнец, собирает самодельные гитары, пробует себя в составе вокально-инструментальных ансамблей и подрабатывает на танцах и свадьбах. Все как у многих, пока в 1997 году не знакомится с бывшим заключенным Олегом Симоновым, привезшим с собой из медзаключения текстовые наброски большинства хитов будущей шансон-группы «Бутырка». Осень в лагерях кидает листья на запретку, а я кричу шнырям, пускай лежат еще недельку. Метлою осень не прогнать, она пришла не в наказание. Нам эта осень словно мать, с ней краткосрочное свидание. Сегодня, спустя 15 лет после публикации дебютного альбома «Бутырки» в 2002-м, имея за плечами 8 вокальных сборников в рамках совместного творчества, Владимир покинул состав группы и уже 2 года гастролирует со своей сольной программой. Голос артиста, его сценическая харизма и самоотдача, ставшие в свое время визитной карточкой легендарного в своем сегменте коллектива, и сегодня помогает ему с легкостью собирать полные концертные залы в городах России. Москва, Челябинск, Уфа. А в начале сентября, благодаря удачному стечению обстоятельств, в гастрольном графике Ждамирова возник еще и наш маленький, но гордый рабочий городок Сибай. Восьмую весну за высоким забором колючим, но зато и руками судьбу, что она горьким опытом учит в академии этой меня. Жизнь учила зиму по-иному, а сидеть мне осталось 2 дня. И звонок прозвенит на дорогу, а на киевском направлении мимо зоны летят поезда. Магаданская академия, не забыть мне тебя никогда. Приехал в ваш город, честно, с удовольствием. Простите, что так долго не приезжал. Вот. В Уфе, в ближайших городах были, а вот в вашем не были городе. Ну, мне уже город понравился. И люди хорошие, я обратил внимание. Нельзя отрицать, что творческую жизнь Владимира во многом определило его участие в группе «Бутырка». Возглавляя ее состав, он стал автором более 80 песен, добрая половина которых вошла в золотую коллекцию русского шансона. Такие композиции, исполненные Владимиром, как «Запахло весной», «Тает снег», «Кольщик», «Аттестат», «Икона», «Шарик», «Не трогай осень», «Последний рассвет» и многие другие глубоко запали в душу поклонникам коллектива и на долгие годы определили его популярность и востребованность. Решение покинуть состав и двигаться дальше в качестве сольного артиста Владимир комментирует как необходимость, продиктованную внутренними убеждениями. Я в этом легендарном коллективе был лицом, писал музыку. Ну, так получилось, Господь Бог распорядился. Не знаю, в душе что-то такое, вот, знаете, подсказывалось давно еще. Вот такое состояние было, что нужно идти дальше самому, ну, как Владимир Ждамиров, и покинуть проект «Бутырка». Получилось так, что я хочу сказать, что это к лучшему, потому что сейчас я чувствую себя легче, мне дышится легко и свободно, я пою о всем, о чем хочу. Вот. И свое творчество, сейчас поле деятельности творческое свое расширяю. Покинув «Бутырку» и компанию «Русский шансон», Владимир оказался лишенным прав на исполнение старых, любимых народом именно в его исполнении песен. Однако первые сольные концерты показали, что новые песни публика принимает так же горячо, как прежде любимые хиты, а он по-прежнему интересен людям. Оказавшийся вне строгих жанровых рамок, артист сегодня получил возможность раскрыться перед публикой в новом свете. Хмельной, остуженный февраль, перелистает старый календарь. Как трудно все начать сначала.
Печальная история. Зачем же ты позволила? Зачем же ты позволила не разлюбить тебя? Печальная история. Зачем же ты позволила? Зачем же ты позволила не разлюбить тебя? Я же все-таки прислушаюсь к высказанному моих поклонников, которые ходили на прежние мои концерты, да, и до сих пор ходят, вот, что писать лирики побольше надо. Вот, и как бы я сейчас, вот сегодня, сейчас на концерте буду исполнять и блатняк, и лирические песни, то есть песни разносторонние. Я считаю, так и должно быть, потому что человек пришел слушать не одно и то же. Некоторые, допустим, слушают и блатняк конкретно, да, вот, а некоторым нравится лирика. В моем исполнении говорят, что она получается у меня неплохо, даже очень хорошо. Вот, и, наверное, все-таки я хочу от всей души еще раз поблагодарить своих поклонников, людей, которые приходят на мои концерты, за такое уважение. В декабре 2014 года состоялся официальный релиз долгожданного дебютного альбома Владимира Ждамирова, получившего название «За забором весна». Второй сольный альбом «А я, как птица, полечу» увидит свет уже в ближайшее время. Я прошу прощения своих поклонников, что альбом задержался. Я давно написал уже его, да. Весной отдал на компанию. Вот в компании что-то там не вяжется, не знаю, или с обложкой, или что-то такое. Вот до сих пор они не выпустили пластинку, но она как бы в скором времени выйдет. Вот я сам жду, так же, как и все поклонники. Мне очень интересно. Но очень многие пишут, что ждут, и демо-версии, которые я выкинул, всем очень понравились. Они говорят: супер, Володя, стиль тот же, песни, тематика та же, вот, и лирических песен прибавилось. На протяжении всего вечера в концертном зале Центра детского творчества царило большое оживление. Аудитория поддерживала бурными овациями каждую песню из нового репертуара Владимира Ждамирова и не стеснялась выражать свою признательность артисту. К слову, публику составляли представители самых разных возрастов и контингента, что позволяет развеять устоявшийся миф, что целевую аудиторию жанра шансон составляют люди, исключительно тяготеющие к тюремной тематике. Владимир личным примером доказал, что в шансоне, как и в любой другой музыке, солирует лирический компонент. И, как признается артист, игра определенно стоила свеч. Хотел бы выразить огромную благодарность, что сегодня пришло полный зал народу. Вот. Это говорит о том, что меня здесь ждали, мое творчество здесь уважают. Вот. И, наверное, уважают меня как артиста. Я очень благодарен всем жителям этого города. Огромное спасибо вам. А вашей компании я желаю процветания. Вот. Как можно больше говорить об артистах, брать интервью, вот, чтобы люди это видели. В общем, я считаю, ваша работа, она, наверное, очень важная. Для любого артиста это очень важно, когда человека показывают по телевидению, все же видят: о, кто приехал, ух ты, на концерт пойдем. Так что я желаю вам всего хорошего, ребят. Спасибо вам огромное. Всех благ вам. С любовью, Владимир Ждамиров. Здравствуй, мир, я знаю, ты ждала. Все прошло, разрушен предразлуки. Вечер зимний ляжет у стекла. Но я целую твои руки, а разлучить не сможет нас никто. Жизнь с тобой